Жительница Донецка Екатерина уже спала, когда что-то заставило ее проснуться. И в следующий момент она услышала сильный грохот в коридоре. По ее словам, непонятно, откуда именно прилетел снаряд, поскольку стреляют с обеих сторон. К счастью, в ту ночь никто не пострадал. Как же мне спасаться? Как выжить? Как спастись в этой хатынке? Погреба у меня здесь нет, а бежать туда в кухню, в летнюю. Я в годах уже. Местный рынок также попал под обстрел. Утром, когда пожар был потушен, над торговыми рядами все еще стоял дым. Жители этого района к северу от вокзала Донецка говорят, что обстреливают их каждую ночь. Но те, кто решил остаться, как Екатерина, считают свое решение правильным. Я буду голодная сидеть, ну чтобы только не стреляли. Вот. Я хочу своей смертью умереть. Не под бомбежками, не под вот этой страстью, что летает на небе. А в этом районе города некоторые жители на ночь спускаются в самодельное бомбоубежище. По словам Иры Батуры, в бункере, куда вода и электричество поступают с перебоями, иногда одновременно находится до 28 детей. В то время как Запад и правительство в Киеве обвиняют Россию в раздувании конфликта, Батура уверена в том, что ответственность за него несет президент Украины Петр Порошенко. Она не доверяет правительству. Какое тут доверие? Какое тут государство? Оно распалось, его нет. И собирать его по частям вряд ли кто уже будет. И какой собирать, если уже люди, насколько они гнобят его уже. Тем не менее, Ирина Батура не выступает за отделение от Украины, пока существует долгосрочное политическое решение ситуации. Но если это будет уже с мирным путем и с прекращением огня, и с прекращением войны, то я думаю, люди будут на это... Тем временем Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об увеличении инцидентов нарушения перемирия. И хотя жизнь в Донецке продолжается, шансов на достижение мира в ближайшем будущем не так много.